Доступность медицины, качество лечения и нехватка кадров. В Чебоксарах состоялось расширенное заседание коллегии Министерства здравоохранения Чувашии. Медики подвели итоги минувшего года и наметили задачи на 2023. В работе коллегии принял участие и глава Чувашии Олег Николаев. В 2022 году в медицину региона было вложено 27 миллиардов рублей. Эти средства были направлены на реализацию нацпроектов и федеральных программ, ресурсное и кадровое обеспечение, цифровизацию и совершенствование отрасли. 65 поликлиник, 76,5% от общего числа охвачены проектом «Бережливая поликлиника». 100% детских поликлиник оснащены в соответствии с федеральными стандартами. Чувашия уже не первый год находится в числе регионов-лидеров по цифровизации здравоохранения. Как уже отметил Олег Алексеевич, на сегодняшний день занимает второе место в Российской Федерации. И за прошедший год мы улучшили свои позиции еще на 3 пункта. С каждым годом все больше наши пациенты используют дистанционные сервисы. Доля записи на прием к врачу, число которых за прошедший год возросло в 2 раза. Один из ключевых показателей работы медиков – продолжительность жизни. Сейчас она равна 72,5 годам и за последнее время выросла на 2,5 года. По итогам 2022-го смертность снизилась на 23%. Задача – улучшить этот показатель. Задействованы будут все звенья здравоохранения, но особое внимание уделят первичному звену. Ввели в эксплуатацию 13 новых объектов, модернизировали и отремонтировали более 4 десятков объектов первичного звена. Все это увеличивает доступность наших медицинских организаций, создает новые условия деятельности. В 2023-м планируется построить и ввести в эксплуатацию 29 объектов первичного звена, провести комплексный капитальный ремонт в 13 поликлиниках, закупить 231 единицу медицинского оборудования и 42 автомобиля. Пока острой остается проблема нехватки медицинских кадров, дефицит 350 человек. Сейчас в Чувашии существует несколько различных мер поддержки. Программа «Земский доктор», подъемный тем, кто едет работать в отдаленные населенные пункты, целевой набор и стипендии студентам. Благодаря таким мерам в прошлом году трудоустроен 191 медицинский работник. Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика.